Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто положил на вас глаз? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Эх, красота! Ну что, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Но раз вы зашли на это видео, здесь для вас будет полезная информация. Сразу мужчина показал себя. И этот мужчина не первый день за вами наблюдает. Этого мужчину вы точно знаете, ну, по крайней мере, видели. Мужчина от вас находится на неком отдалении. Да, удаление, отдаление. Возможно, это ваш какой-то сосед. Возможно, это сотрудник вашей организации. А возможно, это сотрудник какой-то организации, которую вы постоянно посещаете. Человечек с определенным опытом жизни. У кого-то отыграется, что мужчина не свободный, а у кого-то отыграется, что мужчина несколько браков имеет за своими плечами. Человек по своей натуре, ну, такой потребитель, да? Потребитель, любитель теплых мест, любитель урвать себе, на себя. Такой, знаете, эгоистичная натура у этого человека. Этот человек, знаете, как прожил жизнь и пришел к пустоте. То есть что вспомнить, есть о чем поговорить. Но вот он спрашивает себя: а любил ли я? Нет. А был ли я счастлив? Нет. А было ли то самое прекрасное чувство в моей жизни? Нет. Понимаете, такой разочарованный немножко даже вышел мне человек. Но в жизни этого человека появились вы. Появились вы. Он долго к вам присматривался. Этого человека тянет к вам. Тянет. Вот, знаете, сначала была такая легкая тяга, потом она усиливалась. И теперь он уже просто готов выть на Луну от тоски, от того, что вас нет рядом, от того, что есть безумное желание, да просто побыть с вами рядом. Да? Даже не интимная часть жизни его интересует, просто человеческое тепло, ваше тепло, конкретно ваше, да? Человеческое тепло. Вот что ему нужно. Чем дольше он за вами наблюдает, а наблюдает он уже давненько за вами, тем больше и больше он в вас влюбляется. И это чувство поначалу его пугало. Поначалу он старался сторониться, не общаться, не подходить, не знаю, обходить вас там десятой дорогой. Ну, понятно, да, человек прожил жизнь, никогда не любил, а тут на тебе. Сердце ёкает, в пяточки уходит, потнится на нем, когда он вас видит. Ну, такое, знаете, напугался. Вот. Чем дольше он от вас прятался, чем дальше он от вас отходил, уходил, тем сильнее и сильнее его к вам тянуло. Просто подумайте, вот сейчас подумайте, кто так себя вел по отношению к вам. То есть знакомый человек, либо человек, которого вы визуально знаете. Человек вот одно время просто убегал, прятался, мог там, не знаю, перейти дорогу, когда вы идете, да, подальше от вас отстранялся. У кого-то даже отыграется, что человек вот немножечко даже как холодность к вам проявлял. Да, может быть, коллега то общался, здоровался, тут раз такой отворачивается, обходит десятой дорогой. Вот это он, это он. Чем больше он от вас бегал, тем сильнее он влюблялся в вас. Сейчас он пришел к выводу, что жизнь одна. Да? И коль Боженька послал мне такое светлое и доброе чувство, грех
грех, да, от него отказываться. Девочки, мужчина не только глаз положил, но у него еще и планы, просто невероятные планы на вас и на ваше совместное будущее. Смотрите, это вы сейчас с ним. Вот она вы, а вот он. Он держит Луну в руках. Ну, Луна — это слежка, это наблюдение, это вот эта болезненная любовная лихорадка по отношению к вам. У вас, кстати, в руках большое зеркало. То есть, возможно, человек начнет выходить на контакт посредством интернета, да, либо коммуникации. То есть это телефон, социальные сети и прочее, прочее. Возможно, вы сейчас уже с ним общаетесь, либо вы начнете общаться в самое ближайшее время. То есть там переписочки, перезвоны, ну, сами понимаете, со всеми вытекающими. Смотрите, вот они его планы. Вот он прям такой на высоте в виде огромного сердца. И вот она вы, шикарная дама, которую он пытается к себе притянуть. Не, мужчина однозначно будет идти на отношения с вами, на более близкое знакомство, назовем это так. Да, будет вам тут и предлагать, и ухаживать, и обхаживать, и вести себя, конечно, как настоящий джентльмен, да, ухажер. Девчонки, единственное, что меня смущает, что вы его как-то не хотите, не принимаете. Может быть, он вам не по сердцу. Может быть, у вас какое-то субъективное мнение относительно этого человека. Я не могу сказать, что вам будет приятно. Скорее для вас будет шок, что этот человек с таким диким напором идет в вашу сторону, чтобы вас расположить к себе. Возможно, слава у этого человека шагает впереди него, и слава это такая серенькая, да, с темненькими подпалами. Вы его к себе как-то не очень радушно подпускаете, но при этом вам все-таки интересно будет. Вам будет интересно, а что же будет дальше, как же он дальше будет действовать. Это, знаете, какой-то сериал у вас начинается. Сериал «Я и мой кавалер», да. Мой ухажер. Девчонки, мужчина не только словами будет проявляться к вам, то есть, да, там, говорить о своих чувствах, о своих эмоциях, там, делать вам всякого рода предложения, он ведь еще и действительно будет что-то делать. Он будет стараться быть для вас сверхважным, сверхполезным и сверхнужным. Мужчина планирует взять на себя какую-то ответственность, либо вас взять под свою опеку, да, помогать вам, что-то для вас делать. Ну, в общем, проявиться вдоль и поперек. Ну, типа доказать, что я мужик, что надо. Смотри, какой классный, да? Бери меня, я твой. Да. Знаете, он вас в какой-то момент своим вот этим нахрапом, напором доведет до грубости. Да, возможно, вы его даже и пошлете на небо за звездочкой. Но он не сдастся и даже не обидится. Он все равно будет ходить за вами, вокруг вас ходить, там, названивать, написывать, лично к вам появляться на порог. И будет очень-очень вас конкретно добиваться. Его цель — это вы. Его взгляд в будущее, он с вами, понимаете, он видит вас вдвоем в будущем. И не просто как, например, там, подруга, любовница, но как спутница жизни. Девочки, именно с вами ему по-настоящему хочется семьи. Как ни странно, да, хочется семьи. Хочется не только, чтобы была женщина рядом для, там, скажем, постельных утех, либо там, принеси, подай, приготовь. Ему хочется о вас заботиться. Вы в его глазах такая хрупкая, такая ранимая, такая нежная. И вот прям хочу ее защищать. От всего мира хочу ее защитить. Избавить ее от проблем. Вот в лепешку разбиться, да, себя не пожалеть, а вот женщину сделать счастливой. У вас очень интересные эмоции в будущем к этому человеку. Смотрите, как я вижу. Сначала вы от него отстраняетесь, отбиваетесь. Вы прям, порвала бы, да, не подходи, прибью. А потом вам становится интересно, вам становится его жаль, я не знаю, как-то он вас там расчувствует. И да, он вызовет у вас к себе, к своей персоне интерес.
Особенно, девочки, когда он начнет вам помогать, когда он действительно начнет приносить вам пользу, вы прям растаете в его сторону. Я не вижу, будут ли между вами отношения, но то, что он вам будет постоянно предлагать себя, свою помощь, свою любовь, свою поддержку, это точно. Он уже принял это решение. Принял. То есть ему остался ровно один шаг. И он его сделает, поверьте. Вот вы посмотрели мою цыпочку, в течение там, у кого-то недели, у кого-то месяца мужчина просто ворвется в вашу жизнь и, конечно, наведет там свои порядки. Даже знаете, как идет неизбежность того, что этот мужчина будет за вами ухлёстывать, обхаживать, ухаживать и всячески обращать ваше внимание на себя. То есть решился, мужчина решился. Стоит ли вам доверять этому человеку? Но сила его любви, она просто неизмерима. И как человек влюбленный, любящий, да, он способен на любое действие геройского характера, да, либо он будет абсолютно искренен с вами. Другое дело, нравится ли он вам, понравится ли он вам, будут ли чувства к этому человеку. Ведь я вижу, что у вас в голове другой образ, да, либо вам, возможно, другой типаж мужчин нравится. А у кого-то отыграется, что у вас действительно другой мужчина появится параллельно вместе с этим. И у вас такой вот прям выбор из двух мужчин. Вы вообще в таком положении королевы. За вами ухаживают мужчины, вы наслаждаетесь процессом. У вас очень такая интересная, интенсивная жизнь идет, я бы сказала, даже с игривым характером. Вы расцветете. Эти ухаживания, эти там, не знаю, переписки, смски, букеты, рестораны, вы очень поменяетесь. Этот мужчина себя, конечно, очень красиво проявит. Девочки, кто работает, и, например, такую активность вы в свой адрес начнете получать от своего коллеги, либо начальника. Для вас это прекрасный шанс получить большую зарплату, получить более высокую должность. Даже если мужчина просто ваш коллега, поверьте, он будет ходить к начальнику, долбить его, чтобы тот вас повысил, либо повысил вам зарплату. То есть он будет всячески стараться доказать, что вот смотри, какой я парень, да, ты без меня не справишься, либо я для тебя и в огонь и в воду. И он вам это докажет в прямом смысле слова, да, докажет, что он очень надежный друг, товарищ и прекрасный кандидат в мужья. Девчонки, кто сейчас не свободен, есть такие, кто зашел на мою отсыпку, это еще тот провокатор. Вы знаете, вплоть до того, что он будет вызывать вашего мужа на дуэль, да, и говорить, ты ее недостоин, с тобой живет богиня, а ты там смерть, да как ты можешь, до 5-е, до 10-е, да. Он еще так простимулирует вашего мужа, что они просто будут драться за вас на ваших же глазах. Слушайте, очень интересное будущее вас ждет, мои милые. Вот кто зашел на эту отсыпку? Я считаю, что в жизни каждой женщины должны быть такие эмоции. Эмоции прекрасной леди, когда за нее сражаются, когда для нее, просто, не знаю, с неба звездочку достают и всячески обхаживают, ухаживают и обожают. Мои хорошие, он проявится, что тут гадать. Он 100% проявится, причем вот самое ближайшее время. Давайте лучше я вам на оракуле еще посмотрю для вас подсказку, да, либо любую важную информацию по этому вопросу. Что скажет оракул, что подскажет оракул для вас. Так, вот, пожалуйста. Это карты путешествий для женщины. Смотрите, у кого-то в прямом смысле отыграется путешествие, поездка, путешествие. А у кого-то идет в переносном смысле, да, что женщина отправляется в новый путь. Путь преображения, путь улучшения. Знаете, это улучшение и внешнее, и внутреннее у вас идет. То есть вы очень поменяетесь. Конечно, когда ухаживает мужчина, да еще так страстно, еще так ярко,
всячески тут вам помогает, все для вас делает. Конечно, вы преобразитесь, вы в себя поверите, в свою красоту поверите, в свою силу поверите. Угу. Если этого мужчину вы не подпускаете к себе, либо не доверяете, подозреваете в чем-то, то, девочки, любовь творит чудеса. Этот мужчина ради вас, ну я не знаю, он очень сильно поменяется, либо поменялся, да, любовь к вам его поменяла. Он не такой, как был раньше. Кстати, кому-то идет прям подсказка, что этот мужчина очень классный будет муж. По крайней мере, он точно вам будет предлагать брак. Брак и крышу над головой. Свою защиту и крышу над головой он будет вам точно предлагать. Присмотритесь к этому мужчине. Что бы он там в прошлом не делал, какая бы у него ни была слава, репутация, поверьте, любовь творит с людьми чудеса. И этот мужчина, он почувствовал на себе прикосновение чуда любви, силы любви. Ради вас он действительно очень сильно поменяется, либо под вашим влиянием он очень сильно поменяется, причем в лучшую сторону. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.